СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» вместе с музеем города Якутска восстанавливает историческую память заброшенного кладбища в местности Хаты-Нурях, столицы Якутии, для создания сквера памяти поколений. Мы обратились к якутянам с просьбой рассказать о людях, которые похоронены на этом кладбище. И люди откликнулись и подтверждают, что на кладбище похоронены люди, герои нашего Отечества. Ответила правнучка семьи Лукиных, которая написала, что на кладбище захоронен Лукин Петр Михайлович, родившийся в Горном Улусе, Якутии 15 марта 22 года в селе Магарас. Умер 20 сентября 1958 года. Профессиональный охотник. Был призван в армию в 1943 году. Воевал в разведке. Участвовал в войне с Японией. Имеет награды. Вернулся в Якутск летом 1946 года. Последнее место работы – отделение перевозки 139-го объединенного авиаотряда. Здравствуйте! Мы продолжаем тему сквера памяти поколений. Мы уже провели ряд исследований, встретились с родственниками похороненных на этом месте людей, а также обратились в Национальный архив Республики Саха-Якутия и получили такую архивную историческую справку. Архивная справка говорит о том, что данное кладбище достаточно древнее. Согласно рапорта урядника Гатилова Егора от 16 июня 1890 года, говорит о том, что здесь производились захоронения. То есть это данная справка архивная с Национального архива. Мы очень благодарим за это сотрудников Национального архива. О том, что данное кладбище называлось Ураха. От местности, видимо, или по другим причинам. И здесь производились захоронения якутских казаков. Хотелось бы от себя добавить, согласно вот этой справке архивной, получается, что часть кладбища более-менее современная, где захоронены герои войны. Видимо, еще мы найдем еще героев, скорее всего, это нашего якутского авиаотряда. Но, тем не менее, другая часть кладбища является древней, по отношению, наверное, к нашей современности. И там еще придется, наверное, открывать неизведанные исторические факты, которые еще нам предстоит узнать. Дело в том, что действительно кладбище подверглось сильному вандализму. На сегодня, если вы видите за мной, там пустырь, хотя там везде должны были быть могилы. До обращения в архив я обратился в Якутскую городскую думу. Состоялось заседание постоянной комиссии городского хозяйства и экологии Якутской городской думы. И наряду с вопросами городского хозяйства рассмотрели и мой вопрос. А вопрос заключается в том, что данный участок, согласно Росреестра, является пустырем, то есть бесхозом. И для того, чтобы провести государственную экспертизу, чтобы признать данный земельный участок памятником исторического значения, так как там находится надгробие достаточно древнее, необходимо иметь собственника. Это очень важно как для родственников похороненных там людей, так и для, наверное, города Якутска. Потому что таких участков, оказывается, у нас достаточно, видимо, много. Потому что в свое время не была проведена соответствующая работа. И на сегодняшний день даже этот участок является бесхозным. Потому что на сегодняшний день это пустырь, не имеющий никакого хозяина. А Олегом Леонидовичем очень много работы сделал. Конечно, он делает большое дело. И там лежат, это памятник, как вот я архивную справку смотрела передачу, да, с директором музея города Якутска. Она сказала, что это памятник, исторический памятник муниципального значения. Так правильно же, да, Олег Леонидович? Предварительно так вот звучит. Поэтому это прямое дело муниципалитета, чтобы
как бы на сегодняшний день определить статус участка и дальше работать по нему. Здесь проговорить более детально нюансы юридические, по большому счету, почему нет? Уровень цивилизованности любого общества оценивается по отношению к старикам, детям и, в частности, кладбищам. Потому что это же все равно наша история, это наша память, и поэтому, я думаю, если у нас есть какая-то возможность тут принимать в этом участие, я думаю, что это надо сделать. А что касается проекта Олега Желнина, то предлагаю поддержать и какие-то рекомендации в адрес окружной администрации по выполнению этих, по передаче этого участка, чтобы действительно... Есть люди, которые хотят это сделать и могут это сделать. И если будет действительно по народному бюджету все принято, как планировалось на предварительной комиссии, то они получат и средства для этого. И, конечно, надо этим воспользоваться и сделать это, я двумя руками за, чтобы этот проект поддержать. Тогда кто за данное предложение, прошу проголосовать. Спасибо. В принципе, единогласно. Хотел бы сказать, что государственно-историческая культурная экспертиза данного старого кладбища практически готова для внесения в федеральный реестр охраны памятников исторического значения. В данной ситуации, наверное, скорее всего, он будет муниципального значения. Эта экспертиза позволит нам данное старое кладбище передать под охрану государства. По совету депутатов Якутской городской думы я принял участие в народном бюджете как проект «Сквер памяти поколений» для того, чтобы для начала хотя бы огородить и привести в порядок данное кладбище. Мой проект прошел полуфинал, но пока решения еще не было. И депутаты поддерживают мою инициативу. Я очень рад, что депутаты Якутской городской думы приняли решение и поддержали о том, чтобы городские власти, я имею в виду отдел градостроительства, провели межевание земли и признание в собственность муниципалитета. Первые шаги уже сделаны. И я считаю, что если дальше так пойдет, то весной хоть что-то мы наведем порядок на этом старом кладбище. Это могила моего отца, Лукин Петр Михайлович. У него 3 детей, у меня еще 2 старших брата, я самая младшая. Ушел на войну отсюда, пришел с войны, познакомился с нашей мамой. В 1948 году они поженились. И все, там жили 3 детей, а потом он погиб на Белом озере. Она одна воспитывала 3 детей. Была медаль, орденов не было, медаль за отвагу была, медаль за участие в Великой Отечественной войне, медаль за участие в Японской войне была, и еще 2 медали, какие они уже не помнят. Тамара Ивановна написала о захоронении Лукиной Екатерины Николаевны. Она является женой погибшего героя войны. Родилась в селе Магарас, горного района Якутии. Родила 3 детей. Тамара Николаевна, мы стоим рядом. Да, это Петр Михайлович, он является братом моего дедушки Михаила Михайловича. Михаил Михайлович Лукин, он захоронен в братской могиле, город Балаклава, Крымской области. Мы его нашли через интернет. Из выписки наградного листа. В период наступления боев в Крыму проявил стойкость и отвагу. 10 апреля 1944 года в бою за высоту храбростью увлек бойцов в атаку. В момент решительной схватки погиб от вражеской пули. Красноармеец Лукин Михаил Михайлович, стрелок 1-й стрелковой роты 77-го стрелкового полка 227-й стрелковой русской краснознаменной дивизии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени посмертно. Похоронен в Крыму, в городе Севастополь, в районе города Балаклавы. У нас в Хатунурях усадьба своя. Отец построил в 1936 году юрту якутскую и рубленый дом. Русский дом, отец, половина Лукина Макара Михайловича,
половина отцовская. Отец его продал Дугласа. В 41 году он продал. Его забрали на войну 10 августа 41 года. Отца моего. Я как раз родилась в этот день. Она даже... А я дочь. И вы тогда родились именно в этот день? Да. В этот день. А что вы расскажете? Вот стоите со своим... Так я не... Мне 6 лет было, когда мама-то умерла, вот Екатерина Николаевна. Она еще в роддоме была, когда отца на пароход посадили. Когда его в армию призвали, он был маленьким подростком, да? После этого он его вообще не видел. Потом вот их мама умерла, заболела, и они остались сиротами, вот с Марией Михайловной. Ее отдали в детский дом, а он убежал и вот жил как раз-таки у Петра Михайловича. У него невестка была Нина Яковлевна, она сама это по национальности чувашка, да, и вот они его воспитали. Вот он всю жизнь искал, где его отец. И вот, наконец-то, в 1990 году вышла книжка. Он очень, любознательный, все время везде читает, смотрит, да. И вот он в этой книге выискал, что вот Лукин Михаил Михайлович в 1944 году был ранен и похоронен вот на братской могиле. После этого я вышла на сайт «Подвиг народа», и там были вот наградные листы его, потом повестка призванная, которая с якутского горвоенкомата, да. И после этого я сразу догадалась, что это, оказывается, мой дедушка, то есть отец моего отца. Мы еще раз публикуем фамилии сохранившихся имен на заброшенном кладбище. Большинство мужских фамилий присутствуют в списках мемориала солдат Туймады, столицы Якутии. Если вы кого-либо узнали или думаете, что это ваши родственники, обращайтесь на электронную почту okruг_tv@mail.ru с пометкой «Сквер памяти поколений» или по телефону 7914 2 753 111, желательно в приложении WhatsApp.